В августе 2025 года исполнился год со дня ухода из жизни Полы Гарб, выдающегося этнолога, журналиста, переводчика, конфликтолога, медиатора, искреннего и верного друга Абхазии. Родившись и получив образование в США, Пола Гарб провела значительную часть жизни в Советском Союзе, окончив исторический факультет МГУ. Помимо блестящей научной деятельности, Пола Гарб активно продвигала мирные стратегии урегулирования конфликтов, сотрясающих современный мир, всей своей жизнью доказывая возможность гармоничного существования и взаимообогащения культуры и исторических традиций, непоколебимо веря в силу диалога как инструмента достижения взаимопонимания между враждующими сторонами. И сегодня здесь собрались близкие Полы, ее друзья, люди, которые ее хорошо знали, с которыми она общалась, с которыми мы общались, слышали от нее такие вещи, которые может говорить только тот человек, который не просто любит Абхазию. Абхазию любить достаточно просто, в том смысле, что это красивая земля, удивительные ландшафты, но очень мало людей могут сказать, что они любят народ. Она была тем человеком, который действительно и уважала, и любила наш народ. Она сказала так: я изучала, как воспитываются дети в абхазских семьях. Я использовала этот опыт для воспитания своих сыновей. Абхазией и абхазским обществом Полу Гарб связывали особые отношения, глубокое взаимоуважение, любовь и надежда на установление справедливого мира. Она внесла огромный вклад не только в популяризацию абхазской культуры и традиций, но и в распространение в мире объективной информации о современной Абхазии и ее устремлениях. Значителен вклад Полы Гарб в развитие гражданского общества Абхазии и в преодолении последствий грузино-абхазской войны. В 1979-1982 годах она несколько раз посещала Абхазию в составе советско-американских геронтологических экспедиций, изучая феномен абхазского долгожительства, побывала в различных городах и селах республики, встречалась со старцами и записала около 150 интервью. И так или иначе так получилось, что ее жизнь, ее судьба, и в нашей судьбе она была, но ее судьба оказалась связана с Абхазией. Очень много вопросов осталось к ней. И каждый раз, я не помню, чтобы я читала лекцию по системе воспитания, чтобы я обязательно ее не процитировала. Не только я, многие культурологи, психологи, все, кто занимается абхазоведением, наверняка ее все время цитируют. Чтобы понять целый народ, конечно, надо полюбить народ. Нельзя понять то, что ты не любишь. Только так и никак по-другому. То есть она не просто любила народ, который изучала, она всю жизнь дружила целыми семьями. Глубоко изучая абхазскую культуру, Пола Гарб особо отмечала ценность народных методов разрешения конфликтов. Писала об уникальности социальных механизмов, скрепляющих различные слои и группы, что способствовало единству и защите народа. Итогом научных изысканий в составе многих экспедиций в Абхазию стала книга «Долгожители», получившая широкое международное признание. Исключительное значение Пола Гарб придавала абхазским традициям воспитания детей и уважения к старшим. Так, по абхазским обычаям, она воспитала и своих детей. Мама нас воспитывала одна, поэтому чаще всего она нас в экспедиции брала с собой, поэтому мы с детства ездили не на курорты Абхазии, а в сельскую местность, жили в сельских семьях. И, конечно, это оставило очень яркое впечатление. И с тех времен и мы тоже прониклись ее любовью к Абхазии, к абхазской культуре, к гостеприимству. И для нас с детства мы воспринимали Абхазию не курортную, а Абхазию как культуру, как очень добрый, гостеприимный народ. Конференция была посвящена памяти этой уникальной женщины, которая на протяжении десятилетий терпеливо возделывала культуру мира на принципах уважения, равноправия, взаимопонимания и эмпатии. Именно поэтому имя Полы Гарб будут чтить не только в Абхазии и на Южном Кавказе, но и во многих других регионах планеты, где люди нуждаются в прочном и справедливом мире. Кунда Шоуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.